Здравствуйте, меня зовут Назымбекова Айгерим Сериковна, и это третья часть нашего подкаста. Если говорить о возможности, которая представляется современной молодежи, то хочется отметить, вот сейчас в первую очередь хочется отметить, это возможность участия и получения грантов на развитие своих инициатив, на развитие своего бизнеса. Когда было такое, уж в наше время точно этого не было, чтобы подросток в 14-15 лет, разработав бизнес-проект, мог участвовать в мероприятиях, в конкурсах на получение гранта на развитие своего бизнеса. Если мы говорим о подростках 14-15 лет, тем более мы знаем такие случаи, да, когда ребята реализуют свои идеи, получают поддержку от государства и дальше продолжают самореализовываться. Также хочется отметить, если мы говорим о возможностях, то это сейчас технологии, компьютерные технологии. Находясь в простом населенном пункте, даже вот я с Осакаровки, да, даже если сидя в Осакаровке, посредством компьютера, интернета, мы можем обучаться онлайн у самых грамотных людей по своим профилям. То есть расстояние сейчас для нас это вообще не помеха. Главное — овладеть нужными навыками, уметь разбираться в той сфере, которая тебе нравится. Самая частая ошибка подростков, я считаю, что это неправильное использование времени, так как мы все любим сидеть в интернете, в социальных сетях, листать рилсы, и тем самым мы забираем то время, которое можно провести с пользой. Конечно, если считать, что социальные сети, где-то можно зайти отдохнуть после рабочего дня, после учебы, но нужно все использовать рационально. Если говорить об ошибках, которые совершают подростки, но в наше время и взрослые люди совершают такие ошибки, это, конечно, тайминг, несоблюдение тайминга. Люди сейчас становятся менее пунктуальны, зачастую опаздывают на встречи, опаздывают на уроки, и это может превратиться сейчас в норму. Но рациональное использование времени — это огромный плюс, это огромный ресурс, тогда, когда мы можем вместо того, чтобы листать рилсы, можем самообразовываться, можем обучаться. Конечно, в наше время совсем исключить социальные сети это невозможно. Как говорят сейчас, если ты не в социальных сетях, значит, тебя нету. Должно быть, конечно, грамотное использование и соцсетей, и времени. Так как моя роль ментора в проекте «Улт-Казна» направлена на поддержку творческой молодежи в сельской местности, хочу сказать, что начать нужно с определения своих интересов. Ведь если мы на протяжении своей жизни поем, танцуем, увлекаемся искусством, и тут мы резко захотели стать учителем информатики, робототехники, то это можно сказать, что это наше. Конечно, можно сказать, что человек может овладеть любыми навыками, но тогда вопрос, зачем ребенок занимался танцами, да? Поэтому я считаю, что нужно, чтобы все шло поступенчато. Например, если у вас с детства есть мечта стать врачом, да, то вы, соответственно, учитесь в школе, выбираете свои профильные предметы, готовитесь, смотрите информацию по своей теме, и логическим завершением вашего обучения в школе является то, что вы поступили на медицинский факультет, далее обучились и стали доктором. Это как такая классическая модель, можно сказать. Поэтому нужно, конечно, слушать себя, с чего начать. Выбрали цель и слушаем себя, конечно. Идем к своей цели уверенно, изучаем дополнительные материалы, изучаем программу в школе, в университете, в колледже и тем самым становимся специалистом. Так как мы говорим о молодом поколении нашем, и так как я уже говорила о своей любви к книгам, я привезла немножко самую малую часть своих любимых книг, которые произвели на меня, можно сказать, очень большое впечатление. И первая
книга — это произведение Халед Хосейна «Тысяча сияющих солнц». У данного автора по данному направлению 3 книги, но, к сожалению, я на данный момент прочитала одну. Это история о детях Афганистана. То есть, ребята, если прочитаете эту книгу, действительно поймете огромную разницу в цивилизациях, разницу во времени, и очень можно много переоценить свои какие-то взгляды. Если у вас есть негативные взгляды, если вы недовольны чем-то сейчас в своем положении, то, прочитав эту книгу, абсолютно меняется мировоззрение. Будучи уже взрослым человеком, я прочитала буквально год назад книгу Чингиза Айтматова «Плаха». Будучи взрослым человеком, она произвела на меня огромное впечатление. Я более 2 недель отходила от финала данной книги. Очень считаю полезно как для молодых, так и для взрослых. Ну, конечно, у нас не всегда положительные моменты, и хотела бы поделиться вот своим таким, знаете, не совсем удачным опытом. Данную книгу «7 навыков высокоэффективного человека» я начинаю в 3-й раз. Дохожу я примерно до 50-й, до 60-й страницы, и дальше у меня вообще не идет с этой книгой. Вот сейчас я снимаю подкаст с ней и надеюсь, что в скором времени я все-таки возьму себя в руки и дочитаю. То есть о чем это говорит? Что различные моменты в нашей жизни, нету такого, что хорошо, что-то категорично хорошо, что-то категорично плохо. Да? Есть такое, что иногда что-то не так. Но это тоже нужно принять и следовать дальше. Буквально на День библиотекаря мне подарили вот такую книгу. Я выиграла ее в лотерее «Окпек Жолауша». То есть казахша и на русском. Нужно читать, развиваться и выносить для себя полезные какие-то моменты. Что еще хочу сказать? Вот эта книга абсолютно, можно сказать, не с невысоким рейтингом, человек недостойный. То есть все же мы хотим быть людьми достойными, все мы хотим добиться каких-то высот, своих целей, но вот в этой книге именно такой контраст, параллель. Вот читая ее, тоже можно рефлексировать над своей жизнью и над своими целями, что мы хотим в будущем. И вот такая книга Узбекали және Мадини Майдан очень произвела на меня. Я и не дочитала еще до конца эту книгу, но уже она произвела на меня огромное впечатление о нашей родине, о Казахстане, о культуре нашего Казахстана. То есть тоже очень полезная книга. Конечно, в наше время сейчас кто-то читает бумажные издания, кто-то читает на цифровых носителях. В любом случае желание узнать что-то новое, какую-то информацию, в любом случае похвально, будь то разные ресурсы. Уважаемые ребята, уважаемые слушатели, если сказать в целом, если бы у меня была одна возможность что-то вам посоветовать, как психолог, как педагог, я бы посоветовала всегда верить в лучшее. В жизни человека происходит очень много разных событий. Есть и позитивные, и отрицательные, негативные события. Бывают такие моменты, когда кажется, что все, это уже конец, меня никто не любит, у меня ничего не получается, я самый глупый. Но это лишь моменты нашей большой и счастливой жизни. Конечно, можно немножечко дать себе времени пострадать, немножко дать себе времени на отдых, но потом нужно будет взять себя в руки, с гордо поднятой головой идти дальше, к своим целям, к своим мечтам, помнить о своих родных и близких, помнить себя маленьким. Внутренний ребенок живет в каждом из нас, радовать своего внутреннего ребенка, и тогда все будет замечательно.